Все, погнали. Привет, я Туяра, я из Якутии, и вы на моем канале. Сегодня у нас будет разговор о еде. Якутская кухня, она уникальная, она неповторимая. И это не только такие большие слова, а в плане того, что у Саха у нас кухня полностью географическая. То есть все, что мы едим, она находится только на территории Якутии. Поэтому нам очень сложно найти родные блюда за пределами. Ну, например, у китайцев они могут везде ее приготовить из тех же продуктов, из продуктовых наборов. А у нас, к сожалению, не так. Ну, например, мы едим жеребятину. Жеребятина – это не просто жеребятина, это специальный вид лошадей, которые пасутся и живут только на территории Республики Саха. Нам в Казахстане, например, повезло, некоторые соприкосновения находим и можем, например, здесь, ну, хазы это, конечно, не будет, кровяная колбаса немножко другая, да, ну, например, из меня вот здесь можно иногда найти. Можем приготовить курчах, да, или же бырпах у нас тут ребята сами готовят, разливают и продают. Напиток бырпах, ее, кстати, все в любой точке мира, где есть саха, можно найти, в принципе, ее можно приготовить из коровьего молока. Ну или кымыс, кымыс можно в Казахстане найти, поэтому оно как бы немножко похоже, да, на наш кымыс. У казахов кымыз, а у саха кымыс, мы через «с» говорим. Когда ты живешь за пределами своих родных краев, конечно, скучаешь по своей еде. Любого саха можно спросить, какое самое любимое блюдо, и я уверена, что многие скажут, это уха из карася. И несколько лет я смотрела, как ребята из Якутии рассказывали о таких пакетиках. Это уха из карася. Наши друзья нам отправили ее. Приглашаю вас вместе со мной распробовать уху. Я очень надеюсь, что она такого же вкуса, и она будет реально похожа на ту уху, которую я готовила у себя дома в Якутске. Сказала про якутского карася. Да, это настоящий символ у нас в Якутии. И якутский карась, он отличается от других карасей, которые вы можете найти, ну, в той же центральной России. Якутский карась – это просто отвал башки, она очень-очень вкусная. Конечно, там много костей, но очень вкусная и очень полезная. Так выглядит пакетик, он небольшой, по весу очень легкий. Открываю и увидела, что это супчик собрали в чайный пакет. Очень необычно. И просто залила водой кипяченой. В инструкции было написано, что нужно простояться где-то 3-4 минуты. Вот. Она у меня стояла чуть подольше. И давайте попробуем. Очень необычно вот видеть супчик как пакетированный чай. Ну, давайте начнем с запаха. Аромат стоит как настоящий суп из карасей. И по вкусу. Да, это настоящая собоминя, суп. Бульон. Это же бульон из карася. Ой, так классно. Да, это настоящий вкус детства, вкус родины. И я очень рада, что этот суп доехал до нас. Кстати, я читала, что этот суп придумали школьники. Так что, если это так, то это прям гордость еще огромная. Ребятам Лохан махтал за это изобретение и то, что она так стала доступна. Да, я рекомендую, так что если есть возможность, найдите вот такой супчик, он даже, кажется, где-то в интернете продается. И, кстати, это не реклама, это я просто сама для себя снимаю. И если вы хотите что-то мне привезти из Якутска, то пусть это будет вот такой супчик. А если настоящий суп, то это, конечно, будет пределом.
всех моих мечтаний. Ну, спасибо, на этом мое короткое видео заканчивается. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, что еще можно вот такое привезти, купить, чтобы попробовать настоящую якутскую кухню. Да, это уже настоящая якутская кухня, тем более ее придумали у нас в Якутске. Вот эти пакетированные супчики из карася, это классно. Все, спасибо большое, пока. Остываю.